Здравствуйте, уважаемые телезрители! В нашем сегодняшнем выпуске мы узнаем о работе нового поколения одного из самых известных научно-исследовательских институтов, когда-либо существовавших в Абхазии. Речь пойдет о научно-исследовательском институте экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии, коротко НИЭПИТ. Этот институт был основан еще в 20-е годы прошлого века. За многолетнюю историю его существования институт возглавляли и в нем работали разные выдающиеся ученые, физиологи, биологи, вирусологи. Благодаря опытам, проводившимся на обезьянах, было сделано огромное количество научных выводов и открытий, что стало основой для преодоления ряда человеческих заболеваний. Чем живет институт сегодня? Каковы основные направления его деятельности? Мы узнали у новейшего поколения сотрудников института. В самом начале мы встретились с заместителем директора по научной работе института, кандидатом биологических наук, заведующей лабораторией иммунологии и вирусологии Алисой Матуа. На сегодняшний день мы сосредоточены на нескольких основных тематиках научных. Вот уже не один год, более 10 лет, в принципе 12 лет уже мы в тесном сотрудничестве с научно-исследовательским институтом имени Гамалеи. Совместно с коллегами работаем над доклиническим исследованием разных вакцин. В частности, хочу остановиться на коклюшной вакцине, мы об этом уже не раз говорили. Доклинические исследования были успешно пройдены. Что подразумеваю под доклиническими исследованиями? Мы испытываем вакцинные препараты и должны убедиться в том, безопасны они и иммуногенны или нет. Безопасность, она на первом месте, естественно. Исследования длятся уже, как я упомянула, около 10 лет по этому направлению. После доклинических исследований мы перешли на этап клинических исследований. 2 клинических этапа они пройдены, если говорить о конкретной коклюшной вакцине. И до ковидной истории, скажем так, перешли на 3-й окончательный завершающий этап клинических исследований. Если он пройдет со временем успешно, то мы надеемся, что, возможно, эта вакцина будет внесена даже в календарь прививок, как вакцина для взрослых. Раз уж вы сами упомянули о COVID-19, о котором сейчас говорят все, и есть информация в интернете, что здесь его обнаружили впервые, правильно я выражаюсь, или как это возможно? Один из штаммов по коронавирусу, да, то есть дело в том, что спонтанная коронавирусная инфекция впервые была выявлена в Абхазии в нашем питомнике. Это известный факт. На эту тему написана диссертация по спонтанной коронавирусной инфекции. Потом была экспериментальная работа. То есть что было выявлено при обследовании обезьян нашего питомника. Это был конец 80-х годов, начало 90-х. В 1991 году была написана диссертация на эту тему. Оказалось, что из обследованных обезьян более 90 были носителями коронавирусной инфекции. И при более тщательном исследовании оказалось, что коронавирус был выявлен в легких и в кишечнике. И, в принципе, у них была такая персистентная инфекция с периодическими обострениями в виде пневмонии и энтероколитов. Штамм, который был выделен, он был передан в коллекцию вирусов в Министерство здравоохранения, тогда это СССР, как оригинальный штамм. Этот вирус, он условно патогенный был. А сегодняшний коронавирус, который создает проблему всему миру, это все-таки другой уровень патогенности, он относится ко 2-му классу патогенности. То есть что это значит? Он намного более злостный, безусловно. Но тропность та же, это в основном легкий и кишечник. Есть и другие данные, конечно, но если говорить об органах, то это легкий и кишечник. Да. Вы знаете, Алиса Зауровна, внизу мы обсуждали очень интересную тему о том, что сейчас науке уделяется меньше внимания вообще в мире. И
это напрямую отражается, как бы это следствие того, что сейчас происходит с ковидной инфекцией, да, с вирусом, да? Вот чтобы, как вы могли это прокомментировать? Просто если бы, ну, идеально, как мы с вами это уже проговорили, когда наука, здравоохранение, образование идут в дружном тандеме. Так должно быть. Это идеальная модель. К сожалению, сегодня не только в Абхазии, но и на постсоветском пространстве меньше уделяется внимания научно-исследовательским институтам, они плохо финансируются. В связи с этим мы имеем те результаты, которые имеем сегодня. Нам недостает профильных специалистов. Даже будем говорить о тех же инфекционисты, эпидемиологи, специалисты молекулярной диагностики, вирусологи, которые сегодня очень востребованы. И наш институт непосредственно за счет кафедры экспериментальной биологии и медицины, вот у Ларисы Отаровны вы будете тоже брать интервью, она подробнее об этом скажет. Как раз-таки мы планируем таких профильных специалистов и выпускать, как минимум специалистов молекулярной диагностики, которые, как сегодняшнее время показывает, будут очень востребованы. В свое время кафедра выпускала микробиологов, вирусологов, иммунологов. И к этой практике тоже, скорее всего, нужно вернуться. Другое дело, если будет понимание этого не только со стороны научного сообщества, да, но и общества в целом, и будет соответствующее финансирование. В каком-то смысле сердцем научно-исследовательского института можно считать лабораторию, ведь именно там происходит процесс сбора важной информации и последующий ее анализ. Заведующая лабораторией экспериментальной гематологии, кандидат биологических наук Теона Каландя рассказала нам, что сегодня в институте для обработки данных используются новейшие автоматизированные и полуавтоматизированные аппараты. Но, по ее словам, они никогда не смогут полностью заменить человека. Без человека это всего лишь машина без водителя. Теона Зурабовна, расскажите нам, чем вы занимаетесь в этом научно-исследовательском институте и сколько вы здесь уже работаете? Ну, работаю я достаточно давно, и с недавних пор я заведующая лабораторией экспериментальной гематологии. Наша лаборатория занимается двумя направлениями. Это, проще говоря, кровь, анализы крови, то, что люди привыкли сдавать, это гемоглобин, это показатели красной крови, белой крови, лейкоцитарная формула, виды клеток. И второе направление – это гемостаз или система свертывания крови, ее мы тоже анализируем. Мы работаем и с животными, и с людьми. То есть у нас есть темы научные, которые идут по животным, экспериментальные, это определенные модели состояний, анемии, например, и так далее. И есть темы, которые связаны непосредственно с исследованием крови людей. В своей работе, мы сейчас немножко приостановились из-за карантинных мероприятий, наша работа приостановлена, но тем не менее темы идут постоянно, они не одного года, не месяца, это темы 2, 3, 5 лет. И в течение этого времени мы стараемся взять наибольший охват и животных, и людей, чтобы сделать какие-то правомочные, корректные научные выводы. Правильно ли я понимаю, что имеется в виду, что вы здесь не занимаетесь тем, что пациенты приходят и там сдают свою кровь, а вы этим занимаетесь с точки зрения науки и исследований? Наше основное. Скажите конкретно, вот как это происходит, вот что это за колба, что мы видим? Смотрите, последнее время мы переходим с стандартных, привычных нам методов исследования на автоматические, поскольку требования к современной науке достаточно жесткие. Мы должны использовать последние научные разработки, мы должны использовать те методы, которые примут как достоверные, унифицированные. В этом случае мы должны пользоваться не обычными пробирочками, колбочками. Мы должны использовать автоматические либо полуавтоматические анализаторы. Вот один из них, допустим, рядом со мной находится. Это гематологический анализатор, автоматический, полностью требует от нас исключительно правильной, корректной работы и образца крови, внесенного в него. Все, дальше все вычисления производятся самостоятельно машиной. От нас требуется ее грамотное, правильное обслуживание и верификация.
Точно такой же анализатор, но не автоматический, полуавтоматический, у нас есть для системы гемостаза. То есть там, где мы можем проверить протромбин, АЧТВ, тромбиновое время, фибриноген. То есть это показатели свертывания крови. И они у нас тоже идут не старыми методами, которые сейчас от научных работников неприемлемы. Они идут с использованием полуавтоматических анализаторов, где регистрация результатов, опять же, осуществляется машиной. А скажите, значит ли это, что если практически все исследование, да, в научных институтах, как вы сказали, идет через автоматические или полуавтоматические, да, приборы, то это они могут заменить человека? Ни в коем случае. Ни в коем случае. Прибор – это всего лишь прибор. С прибором надо работать. Мы обязаны следить за ним, мы обязаны отслеживать его показатели, мы должны заметить, когда что-то не то. В любом случае мы должны в любой момент перепроверить ручным методом и с помощью микроскопов, и с помощью других исследований то, что нам не понравилось. Мы должны постоянно следить и проводить контроль качества прибора. То есть без человека один прибор ничего не выдаст. Дело в том, что исследование долгожителей всегда было одним из направлений исследований вообще в Абхазии. В советское время она славилась своими долгожителями, и много было исследований, но все они имели больше фольклорный уклон, изучали быт, изучали образ жизни долгожителей. Медицинские исследования были, но не в таком объеме. И уже в 2000-х годах мы решили к этому вернуться, поскольку мы искали научную тему, в области которой можно будет написать диссертацию. Это всегда такой процесс поиска руководителя диссертации, консультанта, самого диссертанта. Это поиск какого-то направления, которое должно быть диссертабельным, должно быть интересным. И мы решили попробовать вернуться к этой теме. Поискали материалы, выяснилось, что в послевоенное время исследованием долгожителя, именно медицинских каких-то параметров крови не занимались. Мы занялись этим, и вот на основе этой работы была сделана моя диссертация, написана, защитила я ее в Москве в гематологическом научном центре, и там же был обработан частично материал гематологический, это были показатели крови. После того, как прошла защита, мы решили эту тему не оставлять, и через какое-то время решили вернуться, но уже не как исследование одного человека или одной лаборатории, а как комплексное исследование, в котором участвуют все лаборатории института, каждая берет свое направление, и каждая исследует максимально показатели всех физиологических систем пожилых людей. Мы взяли, нам интересно исследовать людей за 90 лет, и с ними достаточно сложно работать. То есть нам нужно взять кровь, ее нужно взять немало, ну там определенное количество пробирок. Это не страшно на самом деле, потерю такого количества там пробирочек организм спокойно переносит, но старики не все с этим соглашаются. То есть это определенная и психологическая работа. Для того, чтобы исследовать их, нам нужно исследовать и за 100 лет, и от 90 до 100 лет, и до тоже. Нам нужно взять группы сравнения, и мы работаем со всеми возрастными группами. То есть эта тема, опять же, не одного года. Мы исследуем и молодых, и средний возраст, и пожилой, старческий, долголетний, чтобы выстроить вот эту вот модель, как меняется организм именно наших людей, не общие мировые взять тенденции, литературу и посмотреть, а как меняется именно у нас, какие показатели мы получаем. Есть ли что-то, что отличает наше региональное, нашу популяцию от других популяций? Как я понимаю, это долгосрочный проект, которым вы планируете заниматься. И уже что-то вы в любом случае исследовали, раз вы написали диссертацию. И вы брали кровь у наших долгожителей и делали по ней свои выводы. А какие-то конкретные выводы вам уже удалось сделать? Можно узнать, какие? Именно по предыдущей, вот то, что было работе, один из главных выводов то, что показатели крови долгожителей, долголетних людей, схожи с показателями таковых в группе среднего возраста. Да. Как удивительно. Группа до 60 лет и
ну, 65, вот она демонстрирует определенный уровень показателей. Очень схожие к ним показатели демонстрирует группа долгожителей. И самый большой разброс был в группе пожилых и старых, то есть это от 65 до 70, 75 лет, потом до 90. Вот у них самый большой разброс, самые плохие, так скажем, в кавычках, показатели. У них очень много разных отклонений. И получается, что 90 лет, те, кто прошли этот рубеж, это те, у кого как раз были ровные, стабильные, сохранились показатели. Вот это один из основных наших выводов был в нашей именно работе. То есть правильно ли я поняла, что если 60-70 лет прожить спокойно и хорошо, дальше тебе обеспечено, не обеспечено, но у тебя есть шансы стать долгожителем? Шансы долгожителем стать есть, во-первых, у тех, кто ведет, банальную вещь скажу, здоровый образ жизни, стабильную жизнь, потому что наши долгожители отличались очень большой стабильностью в еде, в труде, очень долго занимались физическим трудом. До глубокой старости, мы знаем, да, огороды, сады, до глубокой старости. Если у вас в роду были долгожители, у вас тоже есть больше шансов. И еще один такой психологический уже фактор. Долгожители – это все очень стабильные в таком отношении. То есть они доброжелательные, они всегда, как вам сказать, устойчивы, больше оптимисты. Плюс еще в нашем обществе есть один такой момент. Для нас старики – это не материал, который просто отодвигается от общественной жизни. Это всегда были люди, к которым прислушивались. То есть они чувствовали всегда свою важность, свою необходимость в семье. И вот это вот психологическое состояние тоже один из факторов вот этой стабильности. Геронтологические исследования, то есть изучение феномена долгожительства, как одно из основных направлений деятельности института, также обозначила заместитель директора Института по научной работе Алиса Мату, вместе с тем обратив внимание, что сегодня у них есть возможность изучать эту тему вместе с российскими коллегами на основе научных договоренностей. Также Мату обозначила и другие перспективные направления. Дело в том, что в тот период не было возможности делать определенные научные изыскания исключительно из-за того, что тогда не было просто таких возможностей, которые имеем сегодня мы. Поэтому, безусловно, большой интерес представляет продолжать это исследование для уточнения вот всех этих маркеров долголетия в тех рамках, которые уже нам доступны, при тех возможностях, которые есть. И раньше, например, не исследовались углубленные иммунологические параметры, не было возможности делать молекулярно-генетический аспект исследовать. Сегодня мы совместно с другими институтами имеем возможность такую работу провести. То есть мы выезжаем на дом к геронту, обследуем его, интервьюируем, берем биологический материал с их одобрения и какие-то вещи экстемпора сразу ставим, какие-то исследования не имеем возможности пока делать внутри Абхазии, но с помощью тех институтов научных, в частности, это Уфимский институт генетики и биохимии, Башкирский государственный медуниверситет. И, соответственно, на основании этого договора и уже таких больших дружеских отношений мы имеем возможность работать, и те маркеры, которые нет возможности определять здесь, определять у них. В прошлом году мы с коллегами выезжали, и мы успешно поработали совместно на их базе. Они приезжают к нам. Вот в этом году в мае должна была быть у наших аспирантов двухмесячная поездка туда и серьезная работа, но вот из-за того, что такая проблема по ковиду, значит, пока, естественно, нам пришлось отложить. То есть, в принципе, чем мы, это вот если говорить о геронтологической тематике, она очень интересная, мы будем ее продолжать, это такая бесконечная тема, и учитывая, что Абхазия всегда славилась своими геронтами, своим долгожительством, мы будем в этом направлении работать дальше. Но особенно хочу выделить, что мы, в принципе, планируем развиваться по молекулярной диагностике, по генетическим направлению. То есть сегодня очень важно относиться, есть такое понятие персонализированная медицина, да, как раз-таки с помощью, когда индивидуальный подход к конкретному пациенту. Есть определенные генетические маркеры, с помощью которых можно даже
ну, это идеальный подход, можно назначать такую точечную терапию для пациента. Элементарный пример вам приведу. Например, высокий холестерин. Ну, не стоит ориентироваться только на общий холестерин. Есть как бы фракции, так называемый плохой и хороший холестерин. Это одна история. Но в зависимости от того, какой маркер у того или иного пациента по, скажем, генам АПЕ, а у разных популяций в мире, у людей, это разный генетический маркер. Именно по ним надо определять, этому пациенту нужна диетотерапия или ему нужна медикаментозная терапия. Понимаете? И в зависимости от того, какая или иная форма этого гена выявится у того или иного пациента, нужно профильно назначать, ну, подходить или тот выбрать подход, или иной. А вот когда нет возможности сделать такой выбор, пациенту, скажем, назначают статины, а ему статины не помогут, так как у него именно вот такой конкретный аллельный ген по этому гену. Ему они не помогут, ему поможет диетотерапия. И наоборот, тому, кому нужна диетотерапия, не помогут статины. Если мы со временем сможем выполнять такие исследования и быть в помощь врачу-клиницисту для определения тактики лечения этого пациента, будет, конечно, здорово. Нам нужно к этому стремиться. Во всем мире, в принципе, в Европе к этому пришли, в России к этому идут. И есть надежда, что со временем мы к этому придем. Это правильно ли я поняла? Это более индивидуально? Индивидуально. Это вот предиктивная, предсказательная, да, медицина, когда ты точечно лечишь пациента, понимая, обследуешь его геном, понимаешь, какие у него предрасположенности. Но это тоже очень такая тонкая вещь, понимаете, наличие предрасположенности к тому или иному заболеванию вовсе не говорит о том, что пациент обязательно ими заболеет. Должны быть сопутствующие факторы. Но есть высокие риски, низкие и средние. Когда это низкие риски, можно на это закрыть глаза. Если средние, нужно себя беречь. Если высокие, нужна уже профилактика для того, чтобы это не переросло в заболевание. Понимаете, надо предвосхитить заболевания. Вот это, ну, как бы это идеальный подход. Другое дело, что это достаточно сложные и дорогостоящие исследования, пока недоступные любому пациенту из-за того, что это дорого. Если мы сможем прийти к тому, что на нашей базе будут такие исследования выполняться, хотя бы пока с точки зрения, да, вот с научной точки зрения, то это уже будет прорывом, как нам представляется, и за этим будущее. Сегодня, когда весь мир потрясен так внезапно обрушившейся на человечество лихорадкой коронавирусной инфекции, сотрудники как никогда уверены, что пришло время наконец поддержать науку и окончательно осознать, что практическая медицина немыслима в отрыве от научных исследований. Лариса Таровна, расскажите, пожалуйста, о том, каких специалистов готовит кафедра. Кафедра готовит вот уже более 3 десятков лет специалистов медицинской биохимии. Это врачи-лаборанты, это работники научных лабораторий. В принципе, выпускники кафедры, они заполняют практически все потребности практического здравоохранения республики в области лабораторной медицины. Плюс мы готовим лаборантов, которые могут работать в научно-исследовательской сфере. То есть это не просто лаборанты, это люди с перспективным ростом в научного сотрудника. То есть сегодняшняя ваша беседа, она, наверное, подтвердила, да, что кафедра готовит специалистов достаточно высокого уровня. И сегодня очень многие из них работают в ведущих институтах России, там, дальнего зарубежья есть сотрудники. Замдиректора, допустим, Адлерского института, зам по науке, это выпускница нашего института. И в принципе, спектр достаточно широкий. Все зависит от того, какой профиль человек избирает в дальнейшем. И квалификация для всех медико-биологических специальностей имеет большое значение в последипломном образовании. То есть какое образование они получат дополнительно, как они будут саморазвиваться и какого специалиста они вырастут в дальнейшем. То есть мы их учим работать в лаборатории, мы их учим мыслить научно, мы их учим мыслить как лабораторные сотрудники. Это своеобразные детективы, наверное, в медико-биологическом мире. То есть это понимание всех механизмов работы
нашего с вами организма, оно достаточно сложное. И понимать, как будет все это функционировать, очень важно для того, чтобы делать дальнейшие какие-то выводы либо научного характера, либо диагностического характера. Правильно ли я понимаю, что в принципе у человека, который закончил вашу кафедру, есть два пути? Он либо может быть практиком и работать в лабораториях, либо он может заниматься научной деятельностью. Это все верно? Ну, если так строго, то да. А в вот скажите, основном. а есть ли у вас какие-то планы, кого бы вы хотели готовить еще, но пока не можете? В принципе, мы бы хотели, конечно, основную материально-техническую базу пополнить. В том плане, что большинство методов современнейшей лабораторной диагностики для наших студентов в некоторой степени недоступны. Но сегодня есть проекты, которые вполне возможно исправят эту ситуацию, и материально-техническая база будет пополнена. Например, о каких проектах? Идет проект о молекулярной диагностике, то есть ПЦР на сегодняшний день, возможно, будет установлен в институте в ближайшее время. То есть проекты готовятся, и, возможно, это будет исправлено. И плюс очень важно последипломное образование. На сегодняшний день все выпускники кафедры для того, чтобы получить дополнительное какое-то образование, они должны выезжать за пределы республики. То есть обучаться новым дополнительным методикам, становиться на ранг выше. То есть сегодня ни для кого не секрет, что в медицине есть непрерывное образование. И заключается оно в различных этапах. И для того, чтобы перейти на следующий этап, им необходимо выехать за пределы республики зачастую. Мы хотим в далеко идущих планах делать так, что мы сможем выполнять госзаказы по необходимости, готовя вирусологов или узких специалистов молекулярной диагностики. То есть по необходимости выполнять различные программы дополнительного образования. Лариса Утаровна, ранее в нашей беседе вы затронули тему того, что кризис, который сейчас вызвал коронавирусная инфекция, во многом обусловлен был тем, что наука и медицина стали оторваны друг от друга. Ну, если так грубо говорить, то почему вы так думаете? Я думаю, это тенденции современной науки во всем мире. Потому что большое значение стало уделяться практической науке, практическому здравоохранению. Даже выпускники мединститутов сегодня в основном получают какое-то прикладное образование, то есть вот узкие специализированные какие-то направления. А раньше наука, как развитие нашего института тому пример, она шла бок о бок со всеми проблемами здравоохранения. И если мы будем смотреть историю института, развитие его, становление его как величайшего приматологического центра мирового значения, оно бок о бок идет поэтапно с развитием здравоохранения, проблем здравоохранения. То есть если вот мы выстроим, вот была проблема вирусологии, выявили вирусы, стали ими заниматься, в этот момент у нас золотая эра вирусологии в науке. И те вирусы, которые открываются у приматов, они эволюционно близки к человеческим, и, естественно, их можно использовать. Плюс приматы лабораторный двойник человека, можно вакцины на них использовать для того, чтобы получать качественные вакцины и не вставать сегодня перед вопросом о том, являются эти вакцины испытанием на людях. Если изначально проверять на волонтерах, естественно, это испытание. И вакцина, пройдя клинические испытания, должна быть выдержана какое-то время, желательно пару лет, для того, чтобы посмотреть дальнейший побочный эффект. А если мы говорим о вакцине, выпущенной сегодня, и мы получаем только иммуногенный эффект, не зная, какие последствия в организме она может вызвать, естественно, такую вакцину применять нельзя. То есть вакцинопрофилактика, расцвет вакцинопрофилактики, расцвет в науке. Точно так же, когда эра инфекционных болезней потребовала в медицине от науки решения этих проблем. Онкология потребовала от науки решения этих проблем. У нас расцвет онковирусологии в институте и моделирование онкологических заболеваний на приматах. Когда в мире возникла радиационная опасность, у нас развитие и расцвет радиобиологии. То есть это должно идти всегда параллельно, и параллельно
Не в смысле не пересекаясь, как у нас сейчас это происходит параллельно, а идти бок о бок, поддерживая, как вот такие две сестры, наука и практическая медицина должны помогать друг другу. Практическая медицина ставит вопрос перед научным сообществом. Научное сообщество его решает. Но, возможно, научное сообщество немножко отвыкло от такой схемы работы. Сегодня даже те статьи, которые мы видим про той же теме, которая на сегодняшний день весьма актуальна, так, в тренде, скажем, коронавирус, эта тема, она ставит перед научным сообществом более глобальные вопросы, чем те, на которые мы сегодня отвечаем. Она ставит вопрос о том, какую стратегию изберет вирус, как он приживется с человечеством, что ждет человечество в какие-то серьезные сроки в дальнейшем, возможно ли мутация дополнительно каких-то вирусов. Я не говорю, что кто-то виноват в том, что произошло, но в вирусологическом сообществе научном шли разговоры о том, что коронавирусная инфекция может вызвать такой эффект. Нам еще повезло, что не было, мутировало, и мы получили самый простой из всех вирусов, которые циркулируют в животном мире. Могут ли они прийти к нам? Мы понимали, что они приходят каждые 50 лет. Почему они опять могли не прийти? Инфекционная опасность, она существовала всегда и существует по сей день. Мы не изолированы от животного мира. Какой бы серьезный вред мы ему сейчас не нанесли, мы часть его. И эти вирусы, циркулируя внутри животного мира, могут и человека тоже задеть. И получается, что научный мир сегодня отвечает на вопросы типа, из чего состоит этот вирус, рассказывает людям строение вируса, которое, в принципе, достаточно хорошо известно. Это не тот вопрос, на который мы бы хотели получить с вами ответ. Те вопросы, на которые мы хотели бы получить ответ, о которых вы сейчас говорили, что нужно сделать, чтобы получить на них ответ? Это серьезные ретроспективные исследования. Это консолидация научного сообщества. Это отсутствие влияния политических каких-то моментов на все эти решения, когда каждый руководитель государства в отдельности пытается получить на этом какие-то политические, экономические дивиденды. Это должно быть общей проблемой. Вот как во времена существования двух сверхдержав Советского Союза и Соединенных Штатов Америки, они работали вместе над инфекционными проблемами. Были командировки из нашего института непосредственно в Соединенные Штаты для обмена опытом. Проводились конференции по онковирусологии. То есть они работали, научный мир обменивался постоянной информацией. То есть то, что мы слышим, железный занавес в медицинском мире, который существовал, в научном мире он был достаточно относительным, потому что все открытия несли глобальный масштаб в пользу человечества. Напоследок хотелось бы отметить, что всем, кому интересно знать больше о работе института, они могут найти очень много полезного на активно работающем сайте НИИПИД, что также явилось для нас приятной неожиданностью. А на этом у меня сегодня все. До новых встреч в эфире.